Здравствуйте. Сегодня гость программы «7 дней плюс» Олеся Балтусова, помощник президента Татарстана. Здравствуйте, Олеся. Добрый день. Я вас так скромно представил, помощник президента Татарстана. Мы, конечно, знаем, что вас можно представлять по-разному. Вы член Совета Татарстанского общества охраны памятников. Ну, как-то давайте мы к этому будем подходить в режиме интервью в последующем. Хорошо. Все-таки вот, говоря о вашей нынешней должности, помощник президента, в этом году 10 лет. Да, в октябре исполнится со дня назначения 10 лет. Большой юбилей. Вы, наверное, не предполагали, что вам эти долгие 10 лет вот здесь придется работать. Как вы оцениваете итоги этой десятилетки вашей? 2 пятилеток ударных, я бы сказал. Вообще, конечно, я периодически делаю такой анализ ретроспективный, что происходит, и каждые 3 года, 5 лет, и даю большие интервью. 7 лет очень значимая была тоже цифра 3 года назад, и в журнале, российском журнале «Охраняется государством», мы с соратниками, с градозащитниками страны, Архнадзором тоже об этом говорили, что десятилетие это вообще для всей страны очень такое знаковое. Это десятилетие ознаменовано таким активным включением горожан к защите наследия, экспертов, экскурсоводы, краеведы, историки, люди все, кто занимается туризмом, историей, культурой, все включились на самом деле в тему наследия, и возникло в стране много, в разных городах, разных организаций, движений, не только общество охраны памятников слышно, да, но и просто объединений, неформальных объединений, объединений в соцсетях, чатов. С развитием цифровой всей нашей цивилизации тоже появляются возможности объединяться и что-то обсуждать. И на самом деле это очень классный ресурс, очень эффективный, то есть люди могут обмениваться мнением и вместе предпринимать какие-то усилия. Вот это самое, на самом деле, серьезный такой шаг какой-то и вперед, и вширь, и везде, то есть полномерное развитие. Я это наблюдаю 10 лет, поскольку я включена в федеральную повестку, участвую в российских форумах, конференциях. И у нас тоже в Казани, то есть видно, как на местном уровне общество гражданское тоже воздействует и имеет влияние, имеет значение. Вот это вот для меня это самое такое серьезное изменение, если сравнивать вот было и стало, 2010 год и 2020, это совершенно 2 разные ситуации. А что изменилось? Изменилось мышление людей или все-таки появились механизмы какого-то воздействия обычных людей на ситуацию, чего не было раньше? Ведь мы совсем недавно действительно стали задумываться о том, что все у нас пропадает буквально на глазах в городе. И не только в Казани, конечно. Видимо, есть такой воспитательный момент, когда поступательно, последовательно, шаг за шагом, все включены, все включено в дело сохранения, развития наследия на всех уровнях. И когда Ментимер Шарипович так включился сильно, и фонд Возрождения, он тоже недавно 10 лет отмечал своей деятельности. За 10 лет фонд Возрождения прошел такой большой путь, и такие результаты просто потрясающие в мировом масштабе, Болгар-Свияжск. И волнами расходится вокруг все, то есть и казанское руководство, мэрия Казани, собственники памятников, управление архитектуры, министерство, ведомство, то есть все включенные в архитектурно-градостроительную деятельность, и чиновники, и эксперты, они все действительно начали, во-первых, замечать, что в основе города, исторического города, это наследие, это не стоимость земли для застройки, а ее историческая, культурная ценность. Это воспитательный момент существует, он очевиден. И действительно, любые сейчас проекты застройки любой территории, они пляшут от того, что на ней было, что сохранилось, как это можно использовать, приспособить. И наши социологи, историки очень сильно включены в работу, то есть дают срезы, такие опросы,
исследования культурной идентичности этого места. Мы знаем, что появилось больше бюрократии. В вашей работе она была с самого начала, и вы на это много раз обращали внимание. Сейчас, наверное, конечно, попривыкли уже. Но, может быть, если в вашей работе большую часть времени занимает эта бюрократия, то та же самая бюрократия, она, может быть, помогает и сохранять эти памятники, потому что у нас теперь есть советы, которых не было раньше. Для того, чтобы мне что-то сделать в центре города, надо пройти все круги. Действительно, да, и из других регионов к нам часто с этими вопросами обращаются, поделиться опытом, как у вас идет это государственно-частное партнерство, сохранение наследия, как у нас вопросы стройки регулируются. Ручное это регулирование или это такая слаженная структурная работа. Мы на эти вопросы отвечаем как бы и что у нас и так, и так. То есть во всех направлениях мы бодро работаем. У нас все формы управления настроены на то, чтобы город развивался гармонично и был устремлен в будущее. Создана концепция устойчивого развития Казани. И то есть действительно можно говорить о бюрократии, где ее нет, да. С появлением электронного правительства, с появлением проектных офисов в мэрии Казани, в управлении архитектуры, в цифровых офисов, стало на самом деле меньше беготни, меньше вот этих согласующих этапов по кабинетам, сократили количество времени по согласованию, но зато у нас по-другому повышенное внимание у нас к проектам. Мы их рассматриваем очень серьезно, подробно на городсовете, на комиссиях. И Рустам Нургалиевич очень большое внимание уделяет это, еще время у застройщиков отнимает по подготовке на комиссию. У Ильсура Раисовича тоже комиссию серьезно очень рассматривает. То есть, и, конечно, есть такое, что на полгода длиннее путь стал у застройщика. Но это благо. Казань стоит того, чтобы так долго и скрупулезно изучать возможности участков. Сложное проектирование в центре. Я диссертацию сейчас пишу об этом сложном проектировании в центре. Насколько оно сложное. Это и не одну, наверное, еще диссертацию защитят мои другие коллеги. Президент не потерял интерес к этой теме? Вы по-прежнему помощница президента в этой теме? Да, у Рустама Нургалиевича несколько помощников, каждый свою тему ведет. За мной закреплено и наследие, и строительство в исторических поселениях, туризм, культура. То есть это ряд таких направлений в сфере наследия. Здесь интерес, он просто, конечно, никуда не девается, развивается. Форматы меняются, там, форматы работы меняются. То есть сейчас уже не нужно каждое воскресенье с дозором обходить объекты и наблюдать стройку. Все системы работают. Работает единый заказчик, это строительное управление ГИСУ. Работает проектная организация, система генеральных подрядчиков тоже выстроена. То есть вся отчетность прозрачная, все видно. То есть на что выделяются средства, какие ведутся работы, какие результаты. И затем мы сдаем объекты, открываем. Вот Алафузовский театр недавно, наконец-то. 10 лет назад вы из человека, который критикует, превратились в человека, которого критикуют. И критикуют нещадно. Я понимаю, длительный срок, очень 10 лет, но все-таки в чем основная боль вот за эти 10 лет? Что потеряли из того, что можно было, на ваш взгляд, все-таки не терять? Это такой сложный вопрос. Знаете, как это в любой... Хотя это с войной сравнивать, наверное, не совсем правильно. Но градозащитники называют это войной. Градозащитное поле в стране, оно похоже на военные действия, похоже. Просто у нас, в нашем регионе, в Татарстане, это все-таки сотрудничество и взаимодействие, во-первых. Да, это конфликтная работа, но это не война. То есть у нас все-таки это сотрудничество, хоть и сложное, но сотрудничество. И как в любом таком конфликтном поле борьбы,
есть и достижения у нас, но есть и поражения. Экономика часто выдавливает интересы культуры, и мы видим снос целых территорий под застройку. И не часто, то есть, удается доказать, что не нужно здесь, ну, что здесь совершенно другая концепция была нужна. Бывает, что доказываем и сохраняем исторические территории, а бывает, что нет. Ну, здесь оценивать как бы сложно. Знаете, это надо же смотреть всегда в ретроспективе. Если мы посмотрим еще там на 20 лет назад, на 30 лет назад, какие перед городом тогда были проблемы. Вот соседние города, Самара, там, и Нижний Новгород, Саратов, они сейчас в этом периоде находятся, в той ситуации, в какой Казань была 20-25 лет назад. Коммунальные проблемы. Это ветхое жилье, да. Это переселение людей, это непонимание того, а что же делать с центром города, с центральной частью после расселения людей, что там будет, эти дома расселенные, кому они нужны, нужны ли, то есть делать из них там музей-заповедник в центре города, всех их там в памятнике записать. Туристическая индустрия не настолько она сильна, чтобы вот все это охватить собой. Поэтому эти дискуссии в городах в соседних идут, и все оглядываются на Казань, конечно, что произошло в Казани. Плюсы и минусы. И на Иркутск тоже очень сильный пример. Иркутск, 130-й квартал. Тоже очень много плюсов, что сильнейшая экономика с включением наследия в нее. 130-й квартал – это внедрение исторической застройки в современное насыщение этого всего современными функциями. Да? Да, там они сумели экономически именно доказать перспективность наследия в отдельно взятом квартале. Но для этого им пришлось очень сильно реконструировать, перемежевать, участки все переделать. И новоделов там много. И появились новоделы, но и была и реставрация, реконструкция. То есть там все примеры есть. Но там сильно именно экономический эффект, потому что там есть якорный объект в Иркутске, торговый центр посажен в этот квартал, который дает жизнь этому кварталу. Но это всего лишь один квартал, а мы говорим о всем городе. Там проблемы тоже остались всего города. У них просто для сравнения Иркутск там, или там Нижний Новгород, Самара – это тысячи памятников. А у нас осталось с вами 400 с небольшим. То есть мы даем цифру 563 объекта культурного наследия, но это комплексы, флигели, это Кремль, например, тут до 30 объектов. Да? То есть всего не так уж и много у нас памятников на самом деле, а вот таких маленьких деревянных, их вообще там 60 штук, это единицы уже, а из них красивые, резные, это реально единицы, их вот, может быть, с десяток. Но вам практически нечем заниматься, потому что они давно уже все в частных руках. Ну, конечно же, есть чем заниматься, поскольку наследие такая вообще Я про деревянное зодчество, конечно. Неисследованная, на самом деле, очень неисследованная, незаслуженно недоисследованная. Часто наши краеведы обращают внимание на какие-то дома в Казани, которые больше 100 лет, которые нужно доисследовать, которые нужно поставить на охрану. И это вот сложный процесс. И вот именно в нем, вот отвечая на предыдущий вопрос, как бы в нем сейчас очень такая болевая история, поскольку доказательный процесс ценности объекта, и это конфликтная история. А есть чем, скажем, похвастаться? Вот есть за последние, опять же, 10 лет, ну мы так уж взяли с вами этот срок, что вы назвали бы эталоном чего-то вновь, может быть, появившегося или отреставрированного, может быть, в национальной архитектуре что-то? Если говорить о новом строительстве, то это совершенно другая история, хотя тесно связанная с сохранением культурной идентичности города, его лица. И эта тема, она очень сложная. Ею занимался, например, Нияз Хаджиевич Халитов, и в своих трудах постоянно это подчеркивал, в публичных выступлениях очень на это нажимал. Мы утрачиваем именно историческое лицо города, национальные черты вот этой казанской архитектуры, они куда-то вымываются. У нас приходит действительно какой-то
лица не общее выражение. И в некоторых кварталах города мы уже не видим, не можем четко сказать, где мы. Мы, может быть, в Купчино в Петербурге находимся, или мы в Мытищах в Москве. Вот у Нияза Халита, у него очень много было внимания уделено национальным чертам, орнаментам, каким-то формам, которые можно встраивать в современную архитектуру, подчеркивая. И он приводил примеры из соседних стран, из Турции, из арабских стран, где это реально есть. В Казани пока на ощупь идут наши архитекторы. И сейчас создана концепция устойчивого развития Казани, о которой мы тоже много сейчас говорим. Да, она только что состоялась и проходит внедрение. Тоже у нас идут жаркие дискуссии сейчас на градсоветах Казани. Вот очень хотелось бы, чтобы они стали открытыми. Я все об этом радею, чтобы горожане могли слышать, что обсуждают наши архитекторы. Это всем очень интересно. Я надеюсь, что мы когда-то уже договоримся, и городсоветы, и какую-то его часть сделаем публичной. А с туристической точки зрения, на ваш взгляд, в Казани, в других наших исторических городах изменилось что-то? Ведь вы говорили, что когда-то вы тоже были экскурсоводом, и можно было вот так, показав на какой-то исторический дом, вдруг показать рукой на экскаватор буквально. Сегодня немножко ситуация другая, но что-то появилось в экскурсиях по городу, то, чем можно гордиться? Конечно, сейчас, вот тоже если взять 10 лет назад и сейчас, это совершенно разные экскурсии. Вот если я сейчас начала водить экскурсии, я, кстати, собираюсь возобновить наши прогулки от Общества охраны памятников, и это будут совершенно другие экскурсии, чем они были 10 лет назад, поскольку мы сейчас говорим не о том, что мы теряем, не о том, что у нас какие-то горячие адреса, красные точки на карте, а мы говорим уже о том, что проделано. Мы же вот сейчас вводим и показываем реставрированный дом театральный 1, полный жизни. Это первый защищенный от сноса объект 10 лет назад. Это усадьба с флигелем, двором, потрясающие совершенно, около Черного озера, около Ленинского сада. Где якобы не жил Маяковский, да? Да, это самая у нас была смешная дискуссия, что пытались сделать экспертизу на вывод памятника и доказывать, что Маяковский тут никогда не был. Хотя это совершенно не имеет отношения к тому, что объект построен в XIX веке специальным архитектором, приглашенным собственником, богатым землевладельцем Юшковым. И сейчас мы вводим и показываем уже реставрированный музей Боротынского, например, и как его из руин подняли. Это же тоже вот после музыкальной школы все здание пустовало и выглядело очень грустно. Да? Сейчас это потрясающей красоты, классическая, такая единственная в городе сохранившаяся деревянная усадьба. Вот я всегда это подчеркиваю, чтобы люди знали, что в Казани, городе-миллионнике, одна деревянная усадьба сохранилась. В течение 10 лет вообще вся культурная инфраструктура, она из руин была поднята. То есть все, что нуждалось в сильном ремонте, все учреждения наши, библиотеки, музеи и так далее, они все, во все в них были вложены капитальные средства, и в них пришла новая жизнь. Это очень радует на самом деле. А есть на кого равняться? Я был во многих городах с исторической застройкой, в том же Томске есть Татарская Слобода, мы тоже там были. Она выглядит так же, как выглядит весь остальной деревянный Томск, то есть абсолютно заброшена. На что-то равняться в строительстве именно национальной слободы. Есть в России такой опыт вообще? В России много исторических поселений, действительно мы изучаем и обмениваемся все опытом. Но такие прорывные города, которые действительно совершили подвиг просто в деле сохранения наследия, мы так вот назвать даже затрудняемся. Вот Иркутск – это экономически эффективная модель, и дальнейшее развитие иркутские кварталы. Это для нас пример, мы действительно с ними общаемся, но там предпринимательская модель. Томск для нас пример в том, как подходить вот по льготной аренде. То есть они разработали муниципальную программу, и отдел охраны памятников города ведет полностью эту работу, сдает в аренду предпринимателям, и предприниматели там на льготных условиях вкладываются в эти деревянные дома. У нас в Казани нет, у нас концессия льготной аренды не пошла. Наши предприниматели предпочитали покупать собственность, да, поскольку не такая уж высокая стоимость земли, можно было выкупить, вложиться, сдать в аренду или перепродать. И
это и происходило. За 10 лет многие памятники сменили собственника не один раз. Вы ведь сами живете в центре. Я живу в Сталинке, в Миру-Мире. Какое место вы назвали бы, душой и города, и вашей собственной душой? Я, конечно, не все свои любимые места раскрываю, чтобы они вдруг не стали сильно посещаемыми. Я люблю места, где тихо и уютно. Это складки нашего исторического ландшафта, овраги, холмы, улица Низенькая, улица Овражная. Это места, где еще там чуть-чуть старый город как-то теплится. Когда Том Сойер Фест работал на улице Волкова, да, несколько сезонов подряд, мы никак не могли с этой улицы уйти. Мы обнаружили, что, оказывается, 9 домов из 15 мы делали на улице Волкова, потому что эта улица сохранила вот максимальное количество именно жилых, деревянных, полудеревянных домов. Вот люблю очень улицу Волкова. И спуски с холмов: Первая гора, бывшая, Вторая гора, улица нынче Ульянова, Волкова, вот эти вот, улица Калинин, Третья гора. Вот эти вот улицы очень люблю. И в них виден контраст, видно, как приходит новый город, уже видны вокруг, видна высокая застройка, и туда гостей привожу, чтобы показать перемену, то есть очевидный контраст. И у меня еще есть одна любимая улица с этой целью, это улица Нагорная. Это одна из очень редких улиц, еще дорегулярная, не прямая, то есть ее регулярный план не коснулся 18 века, она такая дугой идет от Большой Красной, и по ней тоже идешь, и тоже видно все века, от 16 до 21 всю застройку видно. Последний вопрос. Давайте представим, что мы с вами встретимся здесь еще через 10 лет. Вот что бы вы хотели, может быть, предположить сейчас, что бы вы хотели сказать через 10 лет, что вот мы добились того, того, того. Мы знаем, что на каждый маленький пунктик, который вы себе представляете, не меньше 10 лет как раз уходит. Это изменение в городе, это изменение в людях. Что именно, по-вашему, главное на предстоящие 10 лет? Да, сейчас, когда вот взрослеют мои дети, я, конечно, вместе с ними так мечтаю вперед. Мне в свое время удалось не уехать из Казани, поскольку я увидела перемены в городе. В город пришла жизнь, тысячелетие, метро, открылся филиал Эрмитажа. А наши дети видят уже, что в городе столько всего, на любой выбор и досуг, и образование. И я надеюсь, что через 10 лет мы увидим еще больше интересного в нашем городе, в нашей республике. Но в Казани, например, я мечтаю, что вот этот парк, огромный парк русско-немецкой Швейцарии, что два у меня таких места, о которых я мечтаю. Это исторические парки вот русско-немецкой Швейцарии и старое русло Казанки. Тоже мы над этой концепцией сколько работали, 80 гектар. Старое русло. Если этот парк разовьется, и согласно концепциям развития Адмиралтейской слободы и концепции Казани, туда придет вот жизнь, строительство объектов, там, концертных залов, домов, и, там, кофеен, ресторанов, спортивных объектов, музеев. Это, конечно, будет совершенно потрясающая новая часть города, новый центр. Речной порт тоже, огромная территория для развития. Этим сейчас главный архитектор Казани занимается. Очень красивая концепция по развитию. И город выйдет к Волге. Мы все об этом мечтаем. Мы все волжане в душе. У меня тоже дача на Волге. Я тоже мечтаю, чтобы Казань вышла к Волге наконец-то лицом. И город с Волги выглядел, воспринимался красиво. И можно было Казань видеть, любоваться ею с Волги и подходить к ней. И путешествовать по ней, а не как сейчас, что весь речной порт в заборах и как-то очень агрессивно встречает путешественника. Может быть, мы пешеходам наконец станем более дружелюбными. Будем больше думать о развитии каких-то иных видов транспорта и пешеходной инфраструктуры. Вот концепция Казани, которую сейчас мы разработали, наши казанские архитекторы ее создали, она, конечно, предусматривает все поперечные связи, продольные, чтобы пешеходные связи, маршруты были более удобными. Я мечтаю, чтобы за ближайшие 10 лет она полностью была внедрена. И мастер-план Татарской слободы, и локальные проекты концепции, Забулачье, улица Подлужная,
Они все проработаны довольно хорошо. Архитекторы, разработчики, все еще молодые люди. И я очень надеюсь, что при их активной жизни и работе она будет внедряться. Это та самая архитектура, которую архитекторы, урбанисты называют архитектурой для 6 км в час, а не архитектурой для 60. То, что мы видим у нас в спальных жилых районах. Да. Вот это архитектура для 60, Новосавиновский район, а для 6 это вот наш центр. Только бы людей было побольше там, чем сейчас. Потихонечку, когда переменился вектор и перестали так активно строить офисы в центре, начали сажать сюда жилые дома, люди появляются. 10 лет не так уж и много, конечно, для истории вообще нисколько, но даже эти перемены сейчас очень заметны. Тем не менее, мы поздравляем вас с этими 2 ударными пятилетками. Вами сделано действительно очень много. Мы очень ценим вашу работу. Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо. Спасибо, Олеся, за это интервью тоже. Спасибо. Напомню, у нас в гостях сегодня была помощник президента Республики Татарстан Олеся Александровна Балтусова. До скорых встреч.